Мгм. Здравствуйте, уважаемые сотрудники библиотек. Мы начинаем наше республиканское методическое объединение сегодня. И я сейчас представлю себя, да, я председатель РМО. Зовут меня Саврасова Наталья Леонидовна. И рядом со мной сопредседатель Закцова Мария Николаевна. Я сейчас оглашу повестку дня и затем буду предоставлять слово каждому докладчику. Первым вопросом у нас о результатах мониторинга школьных библиотек. Второй вопрос – ресурсы Национальной библиотеки Республики Коми в помощь педагогу. Третий вопрос – обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год. Четвертый вопрос – нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных библиотек. Пятый вопрос – методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации. Шестой вопрос – презентация раздела по библиотекам, созданном на сайте ГОУ-ДПО Коми Республиканский институт развития образования. Седьмой вопрос – календарь знаменательных дат и образовательных событий на 2020-2021 учебный год. И восьмой вопрос – участие библиотекаря в разработке и формировании программы воспитания образовательной организации. Таким образом, у нас получается 8 вопросов сегодня на обсуждение, и я предоставляю слово первому докладчику по вопросам о результатах мониторинга школьных библиотек. Слово предоставляется Исаевой Наталье Николаевне, заведующей Центром развития общего образования, социализации и воспитания личности государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования. Добрый день, коллеги. Собственно, с марта мы с вами все участвовали в мониторинговом исследовании, которое проводил Центр развития образования, социализации и воспитания личности, заведующим которым я являюсь, и под предводительством, мониторинг проводился под предводительством Елены Владимировны Рочевой, все вы с ней хорошо знакомы. Я позволю себе представить результаты мониторинга, потому что Елена Владимировна сейчас находится в отпуске. Так как время у нас очень ограничено, то, соответственно, я проговорю только лишь основные моменты. Со всей информацией вы сможете познакомиться на нашем сайте. Анжелика Васильевна чуть позже расскажет вам, где это можно будет найти. Итак, мы все с вами прекрасно понимаем, что развитие образования и успешное внедрение стандартов, как ныне существующих на уровне начального общего, основного общего, так и внедряемые в штатном режиме федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования сегодня невозможно без обеспечения информационной поддержки учебных процессов как раз-таки со стороны вас, коллеги. Поэтому и мониторинг мы проводили с целью, в общем-то, проанализировать ресурсные информационные возможности библиотек и, соответственно, соответствуют ли на сегодняшний день базы библиотек образовательных организаций Республики Коми тем техническим эксплуатационным показателям, которые задает Федеральный государственный образовательный стандарт. Вы видите прекрасно, что мониторинг проводился на основе, то есть значимость данного мониторинга достаточно высокая, так как проводился он под эгидой Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. И фактически единственное, сроки были очень сжатые, поэтому и мониторинг мы попытались создать таким образом, чтобы он был краткий, понятный, доступный. Федеральные государственные образовательные стандарты, как я уже сказала, задают определенные требования к организации деятельности библиотек образовательных организаций. И в данном случае через эти требования мы выходим с вами на цели развития школьных библиотек. Это создание условий для формирования современной библиотеки, либо библиотечного центра, либо информационно-библиотечного центра, как ключевого инструмента новой инфраструктуры образовательной организации. И мы все с вами прекрасно понимаем, что в ряде образовательных организаций Республики Коми уже сегодня созданы такие центры. Мониторинг состоял из 6 блоков. Я позволю себе остановиться только на 3 из них. Все остальные данные вы, опять-таки, же сможете прочитать в аналитической
записки, утвержденной Министерством образования. Итак, в мониторинге приняли участие 232 сотрудника библиотек из 220 общеобразовательных организаций Республики Коми, всех 20 муниципалитетов. Замечу, что на сегодняшний день у нас с вами в реестре находится 329 образовательных организаций, то есть участие приняли лишь 80%. Согласно исследованию, только в 2 муниципальных образованиях, это Сыктывкар и Усинск, заполнили форму мониторинга все общеобразовательные организации. Единичные случаи неучастия в таких муниципалитетах, как Инта, Вуктыл, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Воркута. Коллеги, менее всего представлены результаты такого муниципального образования, как Печора. И в ходе анализа мониторинга сотрудников библиотек Республики Коми выявлено, что большая часть общеобразовательных организаций находится в городских пунктах. Вы это, в принципе, все на слайдах видите, поэтому останавливаться я на этом более подробно не буду. Что касается кадрового обеспечения, то, опять-таки же, данные представлены на слайде. Здесь данные представлены в разрезе как раз-таки должностей наших с вами, указано в разрезе образования. И мы видим в данном случае, что 29% всех респондентов относятся к должности заведующей библиотекой. Из этих 29% у 83% заведующих, то есть нет подчиненных. То есть должность заведующей библиотекой фактически сам собой руководит. Нас это несколько удивило. Далее, анализ мониторинга показывает также, что специалисты путаются в понятиях должность и специальность. Например, должность педагог-библиотекарь введена не во всех муниципалитетах республики. В данной должности работают сотрудники школьных библиотек, например, города Воркуты, Краткировского района и так далее. Должность библиотекарь отсутствует в штатном расписании в 2 муниципальных образованиях: Канишпогодский район и Кайгородский. При этом, что нас также очень сильно удивило, что специальное профессиональное библиотечное образование, высшее или среднее, имеет только чуть менее 23% всех респондентов. Из них 4% – это люди с высшим профессиональным образованием в этой сфере. Стаж работы в библиотеке более 5 лет прослеживается у почти 63% респондентов. Если мы посмотрим на повышение квалификации, то здесь ситуация, можно сказать, ужасающая по одной простой причине. Коллеги, только 15% респондентов отметили, что они проходили курсы повышения квалификации в последние 3 года. Все остальные указали, что более 3 лет назад, либо, например, в первый год работы, либо никогда не повышали свою квалификацию, ответили у нас 12% респондентов. Фактически, вот так вот очень-очень коротко мы пробежались по основным моментам. Я позволю лишь, я сказала, что мы остановимся лишь на 3 моментах, поэтому я позволю себе перейти к ключевым результатам мониторинга. На основе выявленных, проанализированных данных, выявленных показателей мы выявили около 30 ключевых результатов мониторинга. Сейчас я попытаюсь их проговорить в укрупненных группах, то есть в 8 укрупненных группах. Итак, в результате проведенного мониторинга можно прийти к выводу о том, что состояние нормативно-правовой базы остается неудовлетворительным. Нормативно-правовые документы, регламентирующие на региональном уровне деятельность библиотек, общеобразовательных организаций, разработаны и внедрены лишь в половине муниципалитетов. Показатели состояния материально-технической базы школьных библиотек характеризуются большим муниципальным разбросом. Худшие показатели чаще встречаются в сельской местности, однако ряд показателей демонстрирует различия между организациями внутри каждого из муниципалитетов. Оценивая степень развития информационно-компьютерных технологий в библиотеках, можно констатировать, что уровень развития информационно-компьютерных технологий в своих библиотеках респонденты оценивают гораздо ниже, чем
соответствующий уровень в школах, где они работают. Неудивительно, что это часто определяет и их мнение о том, что в образовательных организациях и шире в сфере образования их деятельность недооценивается, не выступает в качестве важной и нужной. Далее, состояние фондов школьных большинства библиотек-участниц не соответствует потребностям детей, подростков и юношества, получающих сегодня среднее образование, потребностям педагогов, которые должны работать по сегодняшним образовательным стандартам. Причин этой проблемы может быть масса, объективных и субъективных, мы лишь констатировали факт. Ну, исходя из этого факта, мы дальше даем уже определенные рекомендации. Пятая группа результатов заключается в том, что образовательные и информационные электронные ресурсы в основном соответствуют полностью или частично учебному плану и образовательным программам. Благополучнее всего здесь выглядят ситуации с учебной литературой. Не хватает художественной литературы для старшеклассников, научно-популярных и справочных изданий. Комплектование школьных библиотек такими электронными материалами является важной задачей, в частности потому, что они могут в определенной степени восполнить лакуны, связанные с отсутствием соответствующих печатных текстов. Совсем печально выглядит ситуация по заказу периодических изданий. Повышение квалификации школьных библиотекарей происходит бессистемно, нерегулярно. Подавляющее большинство респондентов повышает свою квалификацию, как я уже говорила, не чаще, чем раз в 3, а то и более лет. А значительная часть из них раз в 5 лет и реже. Система аттестации школьных библиотекарей фактически на сегодняшний день мы можем говорить, что не разработана в соответствии с современной нормативно-правовой базой. Исследование показало, что школьные библиотекари занимаются различными видами и направлениями деятельности, однако в их профессиональном сообществе существует твердое и основанное на опыте убеждение, что их работа недооценивается. Взгляд школы на роль библиотекаря в какой-то степени на норму его деятельности связан прежде всего с традиционными видами работы, такими как выдача, мероприятия, выставки, списки. И именно эти виды работ занимают основную часть рабочего времени. Содержательная сторона деятельности, связанная с поддержкой образовательного процесса как основной задачей школьной библиотеки, это формирование информационной культуры или грамотности, отбор печатных и информационных ресурсов, консультации, поддержка проектов, она востребована, по мнению самих библиотекарей, в гораздо меньшей степени, чем технологические аспекты такой деятельности. Однако сотрудники библиотек активно занимаются этой содержательной стороной, при этом ведется такая деятельность в основном именно по инициативе вас, коллеги, несмотря на многочисленные сложности и препятствия. Сложности эти связаны как с недооценкой роли библиотеки и сотрудника библиотеки в школе, так и с состоянием фондов, прежде всего их моральной старостью. В заключение хочется сказать, что действительно за этот год мы проанализировали работу сотрудников библиотек образовательных организаций Республики Коми. Действительно делается колоссальная работа, но, к сожалению, на уровне республики, муниципалитетов и, в частности, образовательных организациях она очень-очень слабо отражена. Это, опять-таки же, можно проследить и объективные, и субъективные причины этому процессу, но, тем не менее, коллеги, пора менять данную ситуацию. В целом, хочется сказать, что решение этих проблем требует определенных приоритетных направлений развития библиотек, образовательных организаций республики и соответствующих задачам современной системы образования для разработки как оперативных мероприятий, так и построения среднесрочной и долгосрочной перспективы развития библиотек образовательных организаций Республики Коми. Со своей стороны хотим сказать, что Институт развития образования продолжит работу по методическому сопровождению школьных библиотек. Я так понимаю, что навряд ли кто-то из вас не согласится со мной, что Елена Владимировна Рочева за этот год провела вместе с вами, коллеги, колоссальную работу, действительно, по методическому сопровождению вашей деятельности, по конкурсным сопровождениям деятельности библиотекарей. И надеемся, что в дальнейшем при содействии Республиканского методического объединения, Натальи Леонидовны как председателя, сопредседателя и всех вас, мы выведем роль
школьных библиотекарей, а точнее сотрудников школьных библиотек и библиотек образовательных организаций Республики Коми, потому что мы не можем, собственно, в стороне оставить среднепрофессиональные образовательные организации на более достойный вашего труда уровень. Благодарю за внимание. Спасибо, Наталья Леонидовна. Спасибо, Наталья Николаевна. Сейчас я озвучу второй вопрос повестки дня. Как вы услышали из предыдущего доклада, большой проблемой школьных библиотек является отсутствие новой актуальной литературы, как периодической, так и книжного фонда, сложности подписки и так далее. Вот библиотеки Министерства культуры предлагают вам решение этой проблемы. И как это сделать, сейчас я попробую вам продемонстрировать. Так, ресурсы в помощь педагогам называется мой доклад. Да, угу, я вижу. Спасибо. Значит, я скажу о том, что может сделать Национальная библиотека Республики Коми. Но такая деятельность ведется не только нашей библиотекой. В каждом районе есть централизованная библиотечная система. И, в общем-то, они тоже могут вести подобную деятельность. У меня всего 3 слайдика. Что мы можем предложить школьной библиотеке? Мы можем предложить новые книги по педагогике, поскольку сегодня я речь веду о ресурсах помощи педагогам, поэтому акцент сделан, в общем-то, на них. Хотя мы сейчас комплектуемся очень активно самой различной литературой. И научно-популярная, и художественная. Мы отслеживаем литературные премии. У нас есть все лауреаты литературных премий, победители. Их книги, которые победили в литературных премиях. То есть эта литература тоже доступна, не только для педагогов. Да? Но сегодня у меня немножко акцент все-таки на педагогическую литературу. У нас, кроме книг, есть еще периодические издания. Мы выписываем журналы для педагогов. У нас мои коллеги, библиотекари профильных отделов, делают обзоры новых поступлений. Эти обзоры делаются как и лично, да, при личном присутствии. Естественно, мы можем это делать в Сыктывкаре. Выезжаем за пределы Сыктывкара мы не очень часто, мы бываем в районах. У нас работает такой проект, как «Библиоэкспресс», знание с доставкой на дом он называется. В южные районы мы с ним выезжаем, но это не часто происходит. Мы проводим мероприятия в централизованных библиотечных системах, и там уже по договоренности они тоже могут приглашать как школьных библиотекарей, так и учителей, так и школьников, собственно, самих тоже. Мы согласовываем программу этих наших выездов. Для тех, кто не может, перед кем мы не можем выступить лично, снимаются видеоролики, они размещаются на нашем канале на YouTube и в социальной сети ВКонтакте с обзорами новых поступлений. То есть библиотекари рассказывают, что у нас есть, какие поступления и о чем, и кому они могут быть полезны. Также мы организуем мероприятия с выходом в школы для учеников и учителей. Как об этом можно узнать? То есть у нас налажена система информирования с помощью нашего сайта и через социальную сеть ВКонтакте. У библиотеки есть сайт, он хорошо находится. Вы можете в любом браузере, в любом поисковике написать «Национальная библиотека Республики Коми», и в первой строке вы наш сайт найдете. Сейчас я вам покажу, как можно на сайте, в каком месте, сейчас, подождите секундочку. Угу. Сейчас я переключусь на экран и покажу, где у нас на сайте можно получить информацию. Смотрите, здесь у нас можно поступить разными, несколько путей, да, как можно поступить. Во-первых, вверху у нас есть ссылочка «Мероприятие на заказ». Для тех, кто хочет пригласить библиотекарей на мероприятие, это Сыктывкар и близлежащие районы, можно воспользоваться вот этой страничкой. Здесь есть ссылочка учителям. Можно заказать мероприятие, которое предназначено для учителя.
Темы мероприятий вы на этой странице найдете. Здесь же находится интерактивная форма, которую можно заполнить, нажать кнопочку «Отправить», и мои коллеги получат ваше сообщение о том, что вы хотите заказать мероприятие. Кроме того, можно воспользоваться поисковой строкой, написать поиск «Новинки для педагогов». Новинки для... Вот. Вы получите список книг новых, которые поступили по тематике для ваших учителей, они могут быть полезными. Каждой книжке дано описание, каждой книжке дана аннотация. Ну, тут вот картиночка с обложкой. Вы можете эту информацию здесь получить. То есть воспользоваться поиском. Кроме того, педагогика, за литературу по педагогике у нас отвечает отдел гуманитарных наук. Поэтому вы можете зайти в раздел «Отделы», зайти в отдел гуманитарных наук и регулярно прослеживать, что здесь публикуется. Отдел всегда публикует статьи, если они получают новую литературу. И различные материалы по профилю своей деятельности, они также могут быть вам интересны. Это то, что касается сайта. У Национальной библиотеки есть еще и группа во ВКонтакте. В группе ВКонтакте вы тоже можете найти полезную информацию. Если, проще всего воспользоваться поиском, потому что группа очень активная, постоянно появляются новые посты. Для того, чтобы в них сориентироваться, то можно, например, написать в поиске «педагогика». И здесь вы увидите также обзоры новых поступлений, обзоры новых книг, которые могут быть полезны как вам, так и вашим учителям, учителям вашей школы. Кроме книг, у нас еще поступает много периодических изданий. На сайте есть раздел «Периодические издания», и в нем вы можете увидеть тоже список литературы, периодических изданий, которые выписывается библиотека. Я думаю, что вы там найдете достаточное количество новых журналов, которые могут помочь вашим педагогам в повышении квалификации. Они там смогут найти статьи о мероприятиях, о каких-то проблемных вопросах, которые бы они хотели обсудить с учениками, и так далее. Очень много. Эта информация доступна, она есть, она лежит в библиотеке, и вы можете ее взять. Так. Переключиться обратно. Угу. Кроме того, что вы можете сами зайти на сайт библиотеки и в группу во ВКонтакте, вы можете заказать индивидуальное информирование о новых поступлениях на интересующую тему. Если вас интересует какая-то конкретная тема, либо ваших педагогов, естественно, да, они могут обратиться в Национальную библиотеку и заказать информирование. То есть вам на электронную почту будут приходить списки новой литературы по какой-то теме, которая вас интересует. Либо вообще новой литературы, если вы хотите все. И можно точно так же заказать мероприятие, как это сделать, я вам уже показала. И, наконец, контакты. И как все это получить. Потому что вы находитесь далеко, да, удаленно нас смотрите, не все в Сыктывкаре расположены. Понятно, те, кто у нас здесь рядом в городе, с ними проще контактировать и предоставлять все наши ресурсы. Для того, чтобы получить литературу в другие районы республики, можно воспользоваться услугой межбиблиотечный абонемент, либо электронная доставка документов. Для того, чтобы получить
книги по межбиблиотечному абонементу, вам нужно заполнить форму на сайте. Мне нужно опять переключиться на сайт, чтобы показать ее. Сейчас я озвучу все, а потом перейду на сайт, покажу, где форма по МБА находится. Статьи из журналов по электронной доставке документов тоже заполняются на форме. Вы можете сами это сделать. После того, как вы оформите заявку, она попадет к сотруднику межбиблиотечного абонемента, который сама с вами свяжется и обозначит вам все дальнейшие шаги, что нужно делать. Кроме того, у нас есть такая форма, как передвижные выставки. Мы делаем подборку книг по определенной теме и отправляем ее в районы. Конечно же, пересылка книг стоит денег, и любую передвижку оплатить за счет национальной библиотеки достаточно сложно. Мы это делаем за счет той библиотеки, которая заказывает. Здесь я что могу посоветовать, если вы ограничены в средствах? У нас передвижные выставки заказывают централизованные библиотечные системы, ЦБСки в районах. Те, которые находятся близко здесь, в южных районах, они привозят своими силами, приезжают к нам и забирают эти выставки. Здесь я очень рекомендую с ними подружиться, наладить контакт с муниципальной библиотекой. И если они заказывают передвижную выставку, то добавить к ней какое-то количество книг, которые нужно вам в школу, в общем-то, не составит труда. То же самое касается тех передвижек, которые уезжают в отдаленные районы. У нас этой услугой пользуется библиотека в Усть-Цильме, в Выжме, по-моему, Усинск еще. Ну, в принципе, любая ЦБС может этой услугой воспользоваться. Здесь я предлагаю с ними подружиться, если вам сложно заказать передвижную выставку непосредственно к себе в школу. Это тоже вариант получить литературу. Кроме того, необходимая для вам литература может оказаться не только в Национальной библиотеке Республики Коми, но и в ближайшей к вам расположенной библиотеке Министерства культуры. Я вам рекомендую изучить их фонды. И, возможно, там есть и журналы, и книги новые, которые могут пригодиться вашим педагогам и вашим школьникам для какой-то работы. Ну вот сейчас я еще на сайте покажу, как у нас, где у нас находится эта форма. Здесь вот такая вверху ссылочка есть, называется еще МБА и ДД. Вот сюда нужно зайти. Пока что у нас она существует вот в таком виде. В течение ближайших 2-3 месяцев мы автоматизируем, немножко поменяется эта форма. Но если вы начнете взаимодействовать с нашим сотрудником по МБА, все необходимые инструкции, разъяснения она вам предоставит. То есть вы, главное, с ней вступить в контакт, написать свою первую заявку, оставить свои данные, и после этого вы сможете взаимодействовать. Вам все объяснят, и если какие-то будут у нас изменения, то обо всем этом вы будете проинформированы. Так, значит, для того, чтобы заказать передвижную выставку, надо обратиться в МБА по указанному адресу mba@nbrcom.ru. Если вы хотите индивидуальное информирование, если вы хотите знать, какие книги выходят и поступают к нам в фонд, и какая периодика поступает к нам в фонд, то нужно написать в отдел гуманитарных наук адрес gum@nbrcom.ru. Вот, собственно, все контакты и вся информация. Рекомендую вам воспользоваться этими возможностями. Еще раз напоминаю, что школьные библиотеки трансформируются в информационные библиотечные центры. Это значит, что у вас должна быть та литература и та информация, которая востребована у ваших, у всех участников образовательного процесса, и педагогов, и школьников, может быть, родителей. Все, спасибо за внимание. Вам, да, я даю слово Анжелике Васильевне.
Добрый день, уважаемые сотрудники библиотек. Мы рады приветствовать вас в Институте развития образования. Очень радует, что с этого года к нам присоединились работники библиотек государственных образовательных организаций. И, уважаемые коллеги, я бы хотела к вам сейчас обратиться, чтобы те письма, которые вы получили, то письмо с приглашением на данное заседание, там есть мой электронный адрес. Я очень прошу вас после сегодняшнего заседания направить мне те темы, которые вы хотели бы увидеть на наших заседаниях, которые будут в дальнейшем у нас проходить. Спасибо большое. Ну а сегодня я хочу остановиться. Первый у меня вопрос – это нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных библиотек. И сейчас я вам покажу несколько документов, которые должны быть у вас, как у библиотекарей. Где? Здесь. Просто Ага. Так. Так, обратите, пожалуйста, внимание, мы сегодня разместим информацию также на нашем сайте. В обеспечении конституционного права российских граждан, в том числе подрастающего поколения, на участие в культурной жизни страны и доступ к культурным ценностям, к информации, важную роль играет работа библиотек. Практическая деятельность библиотек опирается на документы нормативного и практического характера, устанавливающие требования к организации и методике выполнения работ. Документы призваны обеспечить ее поступательное развитие и реализацию разнообразных интересов пользователей. Перечень законодательных актов и документов, регламентирующих деятельность библиотек образовательных учреждений, обширен и содержит разнообразные по тематике и ведомственной принадлежности материалы. Это законы, постановления, положения, инструкции и письма. Они выступают как предписание и образец поведения библиотеки при возникновении правовых отношений. Большинство материалов можно подразделить на документы Министерства культуры и документы Министерства образования. Вот краткий перечень основополагающих документов, которые регламентируют деятельность библиотек, вы можете увидеть на слайде. Можно увеличить, да, как-то вот? Или нет? Угу. Угу. Можно вниз идти. Вот, посмотрите, пожалуйста, значит, нормативно-правовая база библиотек образовательных учреждений. Что относится? Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации в феврале 2016 года. Основы государственной культурной политики. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Федеральный закон о библиотечном деле. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4. Федеральный закон о персональных данных, номер 152 ФЗ. Федеральный закон от 27 июля 2006 года 149 об информации, информационных технологиях и о защите информации. Также о защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Рекомендации по применению ФЗ 436 от 29 декабря 2010 года о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в отношении печатной книжной продукции. Федеральный закон от 25 июля 2002 года о противодействии экстремистской деятельности. Примерное положение о библиотеке общеобразовательного учреждения. Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Приказ Министерства культуры Российской Федерации.
о внесении изменений в форму справки о наличии учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации заявленных к лицензированию образовательных программ, утвержденную приказом Минобрнауки России в 2009 году. Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках. Об утверждении перечней должностей и работ, замещающих или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Распоряжение об утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации. Распоряжение правительства Российской Федерации об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Концепция федеральной целевой программы развития образования. Концепция информационной безопасности детей. Концепция библиотечного обслуживания детей в России. Концепция развития библиотек общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Манифесты ЮНЕСКО о школьных библиотеках. Манифест об интернете. Руководство ИФЛА ЮНЕСКО для школьных библиотек. Также руководство ИФЛА для школьных библиотек. Кодекс этики российского библиотекаря. Дальше по образовательной политике это федеральный закон об образовании в Российской Федерации, национальная доктрина образования в Российской Федерации, национальный проект образования, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Вы знаете, что нам дан с вами целый год на то, чтобы мы разработали рабочую программу по воспитанию. И сегодня как раз вот перед вами выступит Анастасия Николаевна именно о вашей работе, как вы можете участвовать в разработке данной программы. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования, основного образования, среднего общего образования. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». Также профессиональные стандарты. Специалист в области воспитания. Ну и тут еще перечислен перечень стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Я думаю, что вы все знакомы, я уже эти ГОСТы не буду перечислять, но хочу вам сказать, что все эти документы должны быть у вас в библиотеке, потому что вы знаете, что мы все проходим определенные проверки, и данные документы у вас должны быть хотя бы в электронном виде. Не обязательно их распечатывать, потому что они все-таки объемные. Но если вы возьмете данный документ и создадите себе папочку, и у вас будут все эти документы, вы уже можете смело показать, что вы работаете на основе данных документов. Так, наверное, я сразу же перейду к следующему вопросу. Тоже очень большой вопрос. Вы, наверное, уже видели, что информационным центром библиотека имени Ушинского Российской академии образования разработала методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечных центров образовательной организации. Вот я сегодня коротенечко тоже хочу остановиться на этом документе. Он также будет размещен на нашем сайте сегодня буквально вечером после
нашего заседания будет размещена информация в новостной ленте, и обязательно мы туда прикрепим данные документы, и вы можете сразу же их себе взять. Значит, методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации разработаны специалистами, практиками и методистами библиотеки имени Ушинского Российской академии образования и ориентированы на создание в общеобразовательных организациях современных информационно-библиотечных центров. Посмотрите, пожалуйста, на оглавление, то есть здесь очень много документов. Это и общее положение, цели и задачи, основные функции. Функции библиотечно-информационного направления, образовательного направления, культурно-досугового направления, методического направления, направления информационного развития. Также организация деятельности ИБЦ образовательной организации, то есть каковы общие требования к фондам, к информационным ресурсам, к организации пространства, техническому и программному обеспечению, численности и квалификации персонала, к режиму работы. Также об управлении написано, кто управляет информационно-библиотечным центром. Также здесь есть права и обязанности сотрудников, также здесь расписаны права и обязанности пользователей. Ну и здесь же вы можете увидеть рекомендации по оборудованию пространственно обособленных зон. Также рекомендации по формированию штатной численности, ну и список источников и литературы. В приложении вы можете увидеть перечень санитарно-эпидемиологических правил, нормативов Санпин, пожарной безопасности и норм охраны труда. Ну а также, что очень важно и нужно, это типовые должностные инструкции сотрудников ИБЦ. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров была утверждена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 15 июня 2016 года, номер 715, и определила основные направления модернизации школьных библиотек и их трансформации в школьные информационно-библиотечные центры. Согласно концепции, функции школьной библиотеки существенно расширяются и включают в себя образовательную, воспитательную, информационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную и обеспечивающую досуговую функцию. Но при этом в большинстве своем школьные библиотеки не обладают необходимыми полномочиями, кадрами, методической, материальной, ресурсной базой для реализации данных функций. Это приводит к тому, что каждый субъект Российской Федерации выбирает свой собственный подход к построению информационно-библиотечных центров. А в ряде регионов школьные библиотеки массово переименуются в школьные информационно-библиотечные центры без изменения содержания работы. Значит, вы все знаете, что на сайте Ушинки шло обсуждение основных положений модели ИБЦ. Может быть, кто-то из вас даже участвовал. И хотелось бы сказать, что вот предлагаемые материалы содержат здесь описание функций всех направлений деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации. По согласованию с региональными органами управления образованием и на основании региональных документов ИБЦ может выполнять роль координационного и информационно-методического центра муниципального или регионального значения. В таком случае в его деятельности должно быть выделено отдельное координационное направление, реализующее следующие функции. Обеспечение доступа ШБ и ИБЦ ООО муниципального образования к сетевым ресурсам ограниченного пользования. Это электронные библиотеки, медиатеки и так далее. Методическая и консультативная поддержка ШБ и ИБЦ на уровне муниципального образования. Содействие в организации повышения квалификации библиотечных работников муниципального образования.
Также ИБЦ может выполнять функции регионального ресурсного центра по различным образовательным направлениям. Например, физико-математический региональный ИБЦ, либо краеведческий региональный ИБЦ, исторический региональный ИБЦ. Разработанные рекомендации к деятельности включают в себя наличие не менее 2 ставок сотрудников подразделения. Наиболее целесообразным является включение в штат следующих должностей: заведующий ИБЦ, библиотекарь, педагог-библиотекарь, методист. Далее мы здесь видим общее положение, то есть настоящие методические рекомендации об информационно-библиотечном центре образовательной организации определяют требования и правила организации деятельности и оснащения информационно-библиотечных центров. ИБЦ создается как структурное подразделение образовательной организации, участвующее в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения прав участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами и реализующее информационное, образовательное, методическое, культурно-досуговое и в ряде случаев координирующее направление деятельности, в том числе с применением сетевых форм взаимодействия и партнерства. Статус информационно-библиотечный центр без прав юридического лица присваивается библиотеке образовательной организации приказом директора при условии соответствия требованиям, закрепленным в настоящем документе. В своей деятельности ИБЦ руководствуется Федеральным законом образования в Российской Федерации, ВГОС начального, основного, общего и среднего полного общего образования, Уставом образовательной организации, настоящим типовым положением и другими нормативно-правовыми актами. Какова же цель и каковы же задачи ИБЦ? Основная цель деятельности ИБЦ – это обеспечение права участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами, создание условий для образовательной, культурно-досуговой, методической и в ряде случаев координирующей деятельности. Задачи ИБЦ – библиотечное информационное сопровождение учебного и воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов, образовательная деятельность в целях интеллектуального и профессионального развития личности, социализации и профориентации детей и подростков, культурно-просветительская и досуговая деятельность по формированию культуры чтения, развитию творческих и интеллектуальных способностей учащихся, воспитанию духовно богатой и нравственно здоровой личности, методическая и консультационная поддержка педагогических работников и родителей в области работы с информационными ресурсами, популяризации книги и чтения, продвижение лучших практик информационно-библиотечной, образовательной, культурно-досуговой, методической и других видов деятельности библиотеки образовательной организации. Каковы же функции библиотечно-информационного направления? Создание справочно-библиографического аппарата, то есть ведение электронного каталога, формирование и комплектование и учет фондов, библиотечно-информационное обслуживание, справочно-библиографическое обслуживание, ведение статистической отчетности, учет и хранение информационных и методических материалов, создаваемых в образовательной организации, организация доступа к электронному и мультимедиа-контенту, в том числе с применением беспроводных технологий. Представление услуг, включающих печать, сканирование, копирование документов из фондов библиотеки. Не буду останавливаться на функциях, чтобы не задерживать других коллег. Далее вы это все сами прочитаете, рассмотрите со своими коллегами. Еще бы хотелось остановиться на организации деятельности ИБЦ. Значит, деятельность ИБЦ осуществляется в соответствии с учебным и воспитательным планами общеобразовательной организации, программами, проектами и планами работы ИБЦ. Для каждого направления деятельности разрабатывается и утверждается в установленном порядке план работы на учебный год, который включается в общий план работы ИБЦ и должен быть отражен в годовом плане работы образовательной организации.
Деятельность ИБЦ в пределах средств, выделяемых учредителями, должно быть обеспечена гарантированным финансированием комплектования библиотечно-информационных фондов. Вы можете посмотреть, какие требования к этому приложению. Необходимыми помещениями для организации пространства в соответствии с нормативами, современным техническим оборудованием, средствами коммуникации и программным обеспечения, необходимым кадровым составом и условиями для повышения профессионального уровня сотрудников ИБЦ, ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования ИБЦ, условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей ИБЦ, необходимыми расходными материалами и канцелярскими принадлежностями. Основной фонд должен включать художественную и отраслевую литературу, справочно-библиографические издания, периодические издания, литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. Специализированный учебный фонд должен включать учебники, учебные пособия, орфографические словари, математические таблицы, сборники упражнений и задач, практикумы, рабочие тетради и другое. Деятельность ИБЦ должна быть обеспечена доступом к электронным и мультимедиа-библиотекам, федеральным и региональным информационным ресурсам. Образовательные организации коррекционного типа или осуществляющие инклюзивное обучение дополнительно представляют своим посетителям необходимые условия для доступа к информационным ресурсам. Это брайлевские дисплеи и клавиатуры, синтезаторы речи, книги, напечатанные шрифтом Брайля. Уважаемые коллеги, значит, здесь дальше вы можете увидеть требования к организации пространства. Пожалуйста, изучите. Я знаю, что у нас уже есть информационно-методические центры. Елена Владимировна с вами тесно работает. Я думаю, что, не думая в планах вот Натальи Леонидовны, Елены Владимировны, Марии Николаевны, это какие-то именно очные семинары именно в данных информационно-библиотечных центрах. Ну и сейчас я бы хотела еще выйти на сайт Института развития образования. Так. Обратите внимание, значит, в летний период тоже был создан Еленой Владимировной совместно с нашими техническими работниками раздел для библиотекарей. Вы заходите на сайт Коми Республиканского института развития образования, находите раздел «Проекты», находите раздел «Республиканские методические объединения», находите раздел вот такой вот «Школьная библиотека». Далее вы находите еще один раздел, который называется «Школьные библиотеки Республики Коми». И здесь еще несколько разделов очень полезных для библиотекарей. А именно, посмотрите, во-первых, все материалы РМО школьных библиотек. То есть здесь уже сейчас есть список членов Совета РМО, это то, что вы сами присылали нам в течение августа месяца, положение РМО школьных библиотекарей, ну и видеозал, это здесь будут размещаться те заседания, которые вот сейчас в данный момент, например, идет заседание, но здесь тоже появится. Далее, здесь вы можете увидеть документы, в соответствии с которыми работают школьные библиотеки. Также лучшие практики, обратите внимание, здесь тоже очень интересные разделы, работы победителей республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека». Здесь можете увидеть. Далее, работы победителей республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека» за 2019 год. Методической копилки. Вот еще материалы находятся. И очень хорошо я вижу
поэтому прошу прощения. Ко Дню Победы, значит, было мероприятие, которое называлось «Конкурс смарт-мобов». Помним, гордимся, читаем. Здесь вы тоже можете увидеть, значит, видео тех детей, которые стали победителями и призерами. Далее еще методические разработки наших библиотекарей, тоже можно ими воспользоваться. Далее еще один, значит, конкурс буктрейлеров, тоже о Великой Отечественной войне. Здесь вы тоже можете увидеть материалы. Так, дальше. Здесь, значит, расписаны конкурсы, которые у нас проходили уже с описанием. Также здесь появятся те конкурсы, которые будут у нас сейчас. Дальше мы здесь видим мероприятия, которые тоже можно посмотреть в форме вебинаров, тоже посмотреть, поучиться. Также новостная лента, методическое сопровождение, то есть здесь вы можете бесплатно увидеть онлайн-семинары, значит, библиотекарей и специалистов, которые, значит, работают вместе с библиотекарями. Ну и в данном разделе появится мониторинг, вот результаты которого вы видели в первом выступлении Натальи Николаевны. Вот, в принципе, все. Конечно, дальше с вами уже работу будет вести Елена Владимировна, так как она отсутствовала, я ее заменила. Ну, а вам в конце своего выступления хочу вас всех поздравить с наступающим Днем Учителя. Вы все работаете в образовательных организациях. Пожелать вам крепкого здоровья, терпения, счастья и всего самого хорошего. Наверное, сразу. У нас мы переходим к 7-му вопросу повестки дня. Календарь знаменательных дат и образовательных событий на 2020-2021 учебный год. Слово предоставляется Игнатьевой Анастасии Николаевне, методист Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, Коми Республиканский институт развития образования. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые сотрудники библиотек. Я бы хотела к вам обратиться с теми новшествами, которые у нас существуют в образовательных организациях, да, и поделиться с вами возможностью вашего непосредственного участия в разработке новой программы, и также предложу вам методический портал, то есть ресурсный, да, такой для вашей работы, в том числе он пригодится, который реализуется на нашем сайте Коми Республиканского института развития, и посвящен он календарю образовательных событий. Я думаю, многие из вас знают, что это такое, да, потому что в целях приобщения обучающихся культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности, Минпросвещения России рекомендует в 2020-2021 учебном году включить в программу воспитания и социализации образовательные события, приуроченные государственным национальным праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и событиям. При организации мероприятий необходимо эффективно использовать возможности научных, физкультурно-спортивных и иных спортивных организаций, организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности. Я думаю, что именно библиотеки – это те самые ресурсные центры, которые действительно могут сотрудничать и с образовательными организациями в том числе, а также с профессионально-техническими организациями образовательными. И вот как было предложено, да, воспользоваться ресурсами нашей центральной библиотеки. Таким же образом на местах, в муниципалитетах тоже пользоваться ресурсами библиотечных центров. Итак, обратимся мы к календарю образовательных событий. Да. Сейчас мы на сайт с вами выйдем.
Коми Республиканского института развития и образования. Мгм. Так, вот, пожалуйста, сайт. Сейчас, да, мы выйдем на главную страницу нашего сайта, и я вам покажу, каким же образом выглядит методический портал «Календарь образовательных событий» на нашем сайте. И как вы можете тоже в том числе им воспользоваться. Вообще данный портал создан для поддержки классных руководителей. Но я думаю, что очень многие сотрудники библиотек так или иначе сотрудничают с образовательными организациями и работают с классами, да, по запросу классных руководителей. Вот каким образом выглядит сам календарь и как с ним работать, тоже вам продемонстрирую. Ну, вот такой красивый, интересный, яркий календарь был создан Дмитрием Валерьевичем Самойловым, нашим техническим сотрудником. И как мы пользуемся данным календарем. Вот посмотрите, да, что мы с целью сопровождения классных руководителей его создали, но в то же время приглашаем к сотрудничеству всех, кто связан с образовательным процессом и организацией воспитательной деятельности в школе. На этом портале размещен материал для организации проведения классных часов в разнообразных формах и родительских собраний в том числе. Представлены ссылки на актуальные интернет-ресурсы по образовательным событиям и конкурсным мероприятиям. Я думаю, что и в библиотеках тоже по образовательным событиям проходят мероприятия, только, может быть, вот не соблюдается та последовательность, которая предложена именно в календаре Минпросвещения России. Например, мы открываем сентябрь. И видим, да, тут все те предложенные дни, которые отмечены в календаре образовательных событий, и мы можем воспользоваться методическими ресурсами для организации работы в классе или на уровне общешкольном, или на параллели, да, предположим, если школьная библиотека организует какое-то событие, по соответствующим дням, которые отмечены в календаре образовательных событий и рекомендованы к непосредственной работе в воспитательных целях в образовательных организациях. Далее, например, какие напрямую касаются события непосредственно вас, уважаемые сотрудники библиотек. Ну вот, если мы откроем октябрь, то мы увидим замечательную дату, 26 октября 2020 года, которая также входит в календарь образовательных событий и рассматривается для проведения в образовательных организациях соответствующих событий. Не говорю мероприятий, потому что хотелось бы, чтобы вместе с обучающимися наши педагоги все-таки были, что называется, на одной волне, были вместе, и это было бы не мероприятие, а прежде всего общее событие, где они взаимодействовали активно и интересно. Заходим сюда, да, вот, нажимая на день школьного библиотекаря, на вкладку, скажем так, и мы видим, да, что здесь представлены партнеры, которые могут обращаться на местах классные руководители в образовательных организациях, представлены методические рекомендации, которые прошли уже экспертизу, пока они российского уровня, далее они уже будут, мы предполагаем, пополнение данного портала методического разработками, которые пройдут экспертизу или уже прошли экспертизу, мы сформируем тоже такую группу, непосредственно наши в Республике Коми, да, где наши педагоги и наши сотрудники организовали. Какие-то ссылки на интересные видеоресурсы в том числе, ну, например, для ребят можно, да, рассказать о профессии библиотекаря. Это тоже важно, популяризировать, да, профессию, которая является интересной, яркой и привлекательной должна быть для наших обучающихся. Ну, например, вот мы нажимаем, да, и загружается видео. Мы можем посмотреть, что может узнать обучающийся о работе библиотекаря. Сейчас немножко потише. Вот, да, то есть здесь представлены различные профессии и рассказывается небольшой такой яркий, интересный для ребят ролик о профессии библиотекаря.
То есть мы можем, классные руководители могут воспользоваться данным материалом и организовать классный час, интересный, пригласив либо библиотекаря с какой-то выставкой, да, и либо посетив, совершив экскурсию непосредственно в, получается, библиотечный центр. Так, дальше мы закроем сейчас, ага, нажмем на паузу. Вот. И каким образом мы действуем дальше? То есть также, где мы можем быть, скажем так, полезны и востребованы, и очень часто данные мероприятия проводят именно непосредственно во взаимодействии с библиотекарями города, поселка или, допустим, образовательной просто конкретной ситуации. Это день словаря. Тут тоже мы используем различные ресурсы, и также к нам приходят, да, мы приглашаем сотрудников библиотек, которые нам помогают и проводят вот какие-то интересные событийные, так скажем, мероприятия. Вот. И здесь тоже представлены уже прошедшие экспертизу сценарий, и я думаю, нам поможет также Ручева Елена Владимировна, да, которая курирует непосредственно вот, направление библиотек, и она тоже нам предложит материал, который мы сможем здесь представить. Вот, собственно, таким образом выглядит календарь. И мы с вашей, в том числе, помощью рассчитываем его пополнять. Будем сотрудничать, будем, так скажем, скооперируем наши усилия и сделаем действительно классный час для ребят в образовательных организациях, интересным, ярким, запоминающимся и, самое главное, полезным. Вот это что касается непосредственно календаря образовательных событий, о котором я вам хотела сегодня рассказать и к которому хотела обратиться. А сейчас я продолжу свой доклад по программе воспитания, которая у нас внедряется в этом учебном году. В течение всего этого учебного года предполагается, что перейдут к ней, никак не предполагается, а уже точно рабочую программу разработает каждая школа, и она уже будет реализовываться с сентября, 1 сентября 2021 года. Что такое программа воспитания? Конечно, это в большей части касается библиотекарей школ, да, сотрудников библиотек школ, но мы бы хотели также рассказать вот о том, какие изменения происходят у нас в образовании и к чему, собственно говоря, мы идем. Реализация на практике относительно новых требований ФГОС происходит не всегда просто. Проведенный анализ состояния воспитания в школах России показал наличие серьезных проблем. Хотелось бы остановиться вот на двух из них, и об этом я вам сейчас тоже открою слайд. Вот. Во-первых, это проблема имитации воспитания, его подмена или массовыми мероприятиями в свободное от уроков время, на которые велено приводить детей и куда они сами не очень-то хотят идти. Или профилактическими беседами с детьми по тому или иному поводу, которые опять же велено проводить. В первом случае педагог выступает скорее носовиком-затейником, во втором – морализатором. И в том и в другом случае ребенок занимает пассивную позицию во взаимодействии со взрослыми, что в воспитании недопустимо. Так. Во-вторых, это проблема бюрократизации воспитания. Речь идет об излишне большом объеме, количестве, а также неуместном наукообразии и формальности разрабатываемых школой документов. И это при нехватке у школ времени на реальную работу с детьми. Эти проблемы, к сожалению, не решаются в одночасье. Для этого требуется большая работа, связанная с созданием соответствующих условий для педагогов. И ее нужно с чего-то начать, от чего-то толкнуться. Такой отправной точкой по замыслу Министерства просвещения Российской Федерации должна стать примерная программа воспитания, которая задала бы некоторый образец, показывающий школам реальные пути и способы воспитательной работы с детьми. Такая программа в 2019 году была разработана Институтом стратегии развития образования Российской академии образования.
она была апробирована в течение 2019 года и уже имеется в реестре примерных программ. Если вы зайдете, вы уже сразу ее обнаружите и сможете изучить. Если говорить о программе подробнее, да, каковы же ее особенности? Ну, во-первых, это программа-конструктор. Примерная программа представляет собой своеобразный конструктор, то есть она формируется самой школой для создания школьных программ воспитания. На ее основе каждая образовательная организация может собрать свою собственную рабочую программу. Школа может взять за основу содержание ее разделов и лишь корректировать их там, где это необходимо, добавить нужные или удалить неактуальные материалы, приводя тем самым свою программу в соответствие с реальной деятельностью, которую она будет осуществлять в сфере воспитания. Это делается для того, чтобы освободить образовательные организации от излишней бумажной работы. По сути, разработчики школьных программ предлагают школам самим, да, организовать вот эти вот, получается, из конструктора модули, да, модульный принцип, то есть спектр основных сфер деятельности, через которые школа может осуществлять процесс воспитания, представлен в отдельных модулях программы. Некоторые из них инвариантны, то есть обязательны к тому, чтобы присутствовали в программе, да, и они реализуются в каждой школе, а некоторые вариативны. Образовательная организация вправе включать в свою программу те модули, которые помогут ей в наибольшей степени реализовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ресурсов. Поскольку практика воспитания в школах России многообразна, и примерная программа не может охватить все это многообразие, допускается, что каждая школа по образцу может добавлять в свою программу собственные модули. Этот принцип делает программу более гибкой, более удобной в использовании. Здесь также может быть представлен модуль, который вот непосредственно освещает работу библиотеки, школьной библиотеки. Если вот эта работа представлена действительно сильно в сильной организации, да, в серьезной, и такой системный имеет подход, то такой модуль тоже имеет место на существование в программе. Так, далее. Что же мы еще имеем в виду? Одна школа, одна программа. То есть раньше у нас было, да, 3 программы, и сейчас на основе примерной программы воспитания образовательным организациям предлагается разработать не 3 соответствующие 3 уровням образования, а одну общую программу воспитания. И конкретизацию воспитательной работы по уровню образования предлагается делать лишь в ежегодных планах воспитательной работы. И тогда, когда это соответствует реальному разделению данной работы по уровням образования. Это позволит сократить объем и количество обязательной школьной документации. Единство цели. Провозглашаемая программой цель воспитания основана на таких базовых для нашего общества ценностях, как человек, семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье. Далее, программа носит деятельностный характер. Воспитание осуществляется только в процессе совместной деятельности педагогов, детей, социальных партнеров школы. Да? Вот мы представляли вам социальных партнеров, и в качестве них как раз именно библиотеки и центры библиотечные. Вот. Поэтому в содержании программы воспитания находится отражение именно этой деятельности, ее формы и их реальное практическое наполнение. По созданию программы, на что бы мы хотели обратить внимание, да, разработчики предложили пошаговый алгоритм создания такой программы. На самом деле вот состоялся всероссийский семинар 28 августа именно по разработке программы воспитания, да, и в котором удалось принять участие. И вот лично я, да, задала вопрос разработчиков непосредственно, а можно ли представить вот алгоритм, как пошагово прийти к реализации и, самое главное, разработке и реализации потом на практике вот программы воспитания. На что среагировали действительно сотрудники, разработчики программы, и вот пошаговый алгоритм был представлен. Им можно пользоваться в школах. И я бы хотела призывать вас, уважаемые библиотекари школ, принять непосредственное участие в организации вот этой вот работы и разработке самой программы воспитания для школ. Почему? Потому что очень важно для разработки программы воспитания, для того, чтобы она была рабочей, действительно рабочей, действовать вместе, сообща и скоординировать действия, и запланировав деятельность. Итак, первый шаг – это разработка школьной рабочей программы воспитания на основе примерной программы. Далее,
знакомство с педагогического коллектива, созданной рабочей программой воспитания. Конечно же, эта программа должна быть представлена на педсовете, на котором обязательно присутствие школьных библиотекарей. Потом третий шаг, создание творческих групп педагогов, работающих в рамках реализации того или иного модуля программы. Да? Какие модули программы могут быть? Цели, ключевые общешкольные дела, классное руководство, школьный урок, курсы внеурочной деятельности, работа с родителями, самоуправление, профориентация, детские общественные объединения, школьные медиа, экскурсии, экспедиции, походы, организация предметно-эстетической среды и другие. Вот очень важно, да, соответственно, работать в направлении того модуля, который представляет в наибольшей степени школьная библиотека. Например, это будет профориентация, да, предположим, школьные медиа в том числе, и, например, школьный урок, да, где мы тоже также работаем с учебным материалом. Четвертый шаг – это работа в течение года творческие группы и их кураторов по сопровождению процесса реализации программы воспитания. То есть эта работа идет на уровне планирования, подготовки организации проведения совместных дел детей и педагогов в школе, создание условий для сплочения детско-взрослых общностей, образующихся в рамках подготовки и проведения тех или иных совместных со школьниками дел, анализ проведенных дел и их воспитательной значимости, выявление затруднений, причин их появления, обсуждение успехов и их причин. То есть в самоанализе тоже очень важно школьным библиотекарям принять непосредственное участие, проанализировав те события, которые произошли, так скажем, в их сфере деятельности, да? То есть именно в просветительской деятельности в стенах библиотек. Таким образом, результатом реализации рабочей программы воспитания видимым для педагогов, учащихся и их родителей, должна стать интересная и событийно насыщенная жизнь детей и педагогов в школе. Это главное, к чему должна привести реализация программы. Сама же она не является средством воспитания. Ребенка воспитывает не документ, а педагоги. Своими действиями, своими словами, отношениями. Программа лишь позволяет им скоординировать свои усилия, а потому главным вопросом становится, разумеется, не вопрос разработки программы, а вопрос ее реализации. Вот это основные разделы программы, да. Далее анализ, вот именно событийно насыщенная и личностно развивающая совместная деятельность, которую также нам организуют наши непосредственно библиотекари и наши партнеры, библиотекари школ и наши партнеры централизованных библиотек. Вот в этом взаимодействии мы должны действительно работать в направлении воспитания подрастающего поколения. Об этом я хотела вам рассказать. Я надеюсь, моя информация была действительно полезна. И очень хотелось бы пригласить к участию школьных библиотекарей к разработке данной программы и к ее реализации. Это очень важно. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Анастасия Николаевна. На этом мы наше методическое объединение сегодня заканчиваем. Благодарю, уважаемые коллеги, за участие, за то, что вы посмотрели. Надеюсь, что информация была для вас полезна. До свидания.